Состоялся объезд городского округа город Якутск Айсена Николаева и спикера Гордумы Александра Савинова. Также в объезде приняли участие руководители окружной администрации и депутаты Гордумы. Первым местом осмотра стала территория строительства бульвара Учителя по улице Ярославского. Этот объект представляет интерес тем, что общественное пространство имеет две функции. Это дворовая территория для 4 жилых домов и место отдыха с выходом на теплое озеро. На территории будет установлен памятник учителю Михаилу Андреевичу Алексееву. Работы на бульваре Учителя близки к завершению. Открытие бульвара планировалось еще в прошлом году, но на месте строительства были обнаружены старинные предметы, имеющие историческую ценность, и работы приостановились. Ученые и археологи свои работы завершили. Ко дню города бульвар Учителя войдет в строй и станет украшением его центральной части. Далее в Рио главы посетил двор по улице Автодорожной, где была построена детская площадка с применением новых подходов, но с нареканиями, которые сегодня уже в основном устранены. Недоделки были допущены при обустройстве, в основном из-за того, что должным образом не был обеспечен авторский и технический надзор. Во дворе дома по улице Якова Потапова благодаря городскому проекту «Народный бюджет» и личной инициативе жителей появились новые заасфальтированные подъездной путь и тротуар. Осталось обустроить детскую площадку, которая должна быть сдана в конце августа. Следом была осмотрена проезжая часть по улице Автодорожной, где есть задержка в строительстве 4-й полосы из-за переноса магистральной канализации. Николаев дал поручение повысить темпы и закончить работы до середины августа. Объектом этого года по дорогам также является Хатынурякское шоссе от круговой развязки до улицы Курнатовского. Здесь подрядная организация работает по графику. Асфальтирование будет завершено к дню города. Остальные работы до конца октября, включая обустройство тротуаров и освещение. В конце объезда в Рио главы посетил строящийся объект школы номер 35. По информации подрядчика, работы идут по плану и без отставаний. Помимо строительства самого здания, подготовлена территория под будущую спортплощадку и беговую дорожку. Сегодня у нас был объезд по объектам города Якутска. Мы посмотрели ряд объектов по программе «Комфортной городской среды». Мы видим, что бульвар Учителя уже тоже находится на завершающей стадии. Ученые свои работы завершили, археологи, и мы надеемся, что на День города этот объект, очень интересный, современный объект, уже войдет в строй и, конечно, будет украшением центральной части нашего города, именно как раз с точки зрения, еще раз говорю, вот современной городской среды. Поинспектировали мы также и исполнение ряда замечаний, которые были по объектам прошлого года, которые я еще, будучи главой города, давал, я их проверил. Сегодня уже они в основном устранены, и на Автодорожной дети очень довольны так, заменой ограждающих конструкций и скользящих конструкций на детских горках. И на Якова Потапова жители уже тоже довольны теми работами, которые проведены, и предполагаемыми работами, которые сейчас будут проводиться. Видно, что вот как раз такая хорошая тоже городская среда, уже внутридворовая, там тоже возникла. Служба эксплуатации городского хозяйства также вот показала свои новые подходы к озеленению. Вот тот так называемый гидрополив, тут было достаточно много разных дискуссий в социальных сетях, но вот сейчас четко видно, что эта система на самом деле работает, и вот применение таких современных каких-то новых подходов к вопросам озеленения, благоустройства города мною всегда приветствовалось, и дальше, конечно, мы будем это поддерживать с тем, чтобы уже не только в городе Якутске это все делалось, но и на других территориях. Мы, конечно же, следим также за ремонтом уличной дорожной сети. Здесь хочу сказать, что было определенное запаздывание. Сейчас работы уже постепенно начинают входить в русло. Я сегодня дал поручение еще более убыстрить. В частности, вот 4-я полоса по автодорожной, которая у нас затягивалась из-за работ по переносу магистральной канализации уже 2-й год, практически 3-й год пошел так. Вот она сейчас наконец-то вышла на финишную прямую. На следующей неделе уже обещают начать демонтаж старой трубы. И мы надеемся, что до середины августа уже 4-я полоса по автодорожной по всей протяженности уже появится. Мы все видим, что там работы по устройству тротуаров тоже начались. Объект этого года — это вот Хатынурякское шоссе от объездного, от круговой объездной до Курнатовского. Здесь в СУ-3 восьмерки тоже работает в графике. Мы видим, что асфальтирование будет завершено где-то опять же до Дня города, а остальные все работы должны быть завершены уже до конца октября месяца, включая тротуары, освещение и так далее.
По нашей 35-й школе, вот слава богу, после того, как все решения были в прошлом году приняты и строительство началось, работы идут в нормальном, хорошем графике. Мы, самое главное, с помощью федерального правительства, Министерства по делам Дальнего Востока смогли решить вопросы финансирования за счет этой школы, за счет федерального бюджета. И сегодня уже оно идет, и мы видим, что объект строится он по графику. И я уверен, что уже до конца 2018 года эта школа будет уже сдана, и дети смогут Новый год встретить вот здесь у нас уже в современной, красивой, инклюзивной школе. Ну да, всякая комфортная среда. Асим Сергеевич, скажите, я правильно понял, до конца года же будут закончены те вот строящиеся объекты, да? 35-я школа до конца 2018 года будет сдана. Ну, я имею в виду и остальные объекты, которые строятся, которые сейчас объездили. Ну, у нас улицы, естественно, должны быть закончены не то что до конца года, они должны быть до конца октября завершены. Бульвар Учителя – это день города. Вот. То, что по комфортной городской среде там переделывается, это же еще с прошлого года, поэтому там работа уже практически вот тоже на завершающей стадии. Так? Все, Да. спасибо.